В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. Социальные пенсии вырастут на 2% с начала апреля. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Минтруде ранее отмечали, что данная мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек. При этом средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей. Правительство России выделит из резервного фонда более 3 миллиардов рублей на дополнительные меры по поддержке рождаемости в регионах Дальнего Востока. Меры заработают с 1 января этого года задним числом. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Уже подготовлен пакет дополнительных мер по поддержке рождаемости на Дальнем Востоке. Министерство внесет в правительство России окончательный пакет дополнительных мер поддержки до 1 апреля. Теперь семьи будут получать при рождении первого ребенка дополнительное единовременное пособие в размере 2 прожиточных минимумов на ребенка. При рождении второго ребенка родители получат доплату к маткапиталу 135-140 тысяч рублей. Также во всех регионах Дальнего Востока будут выплачивать пособие при рождении третьего ребенка. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов своевременно начать работы по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение. На эти цели в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено весьма значительное финансирование. В 2019 году около 600 миллиардов рублей. Глава Кабинета министров подчеркнул, что данное требование касается не только этого года, но всей предстоящей работы над национальными проектами. Количество автозаправочных станций, которые заправляют транспортные средства природным газом, увеличится вдвое. Минэнерго России разработала проект программы, которая предусматривает применение моторного топлива из природного газа. Она предусматривает расширение использования топлива на территории всей страны. Власти республики, в свою очередь, разработали свой проект программы. Он нацелен на снижение цены топлива, которое предлагается населению и предприятиям. На что эти средства предусматривается направить? Я бы привел в пример, что в 2019 году, планируется, те регионы, которые успели подать заявку, мы успели, сделали это одними из первых, средства предлагается направить следующим образом. Порядка 160 миллионов рублей – это софинансирование строительства автозаправочной станции. Причем эта станция должна быть построена уже в этом году. Мы рассматриваем ее строительство на территории Ленского района. Есть потенциальный инвестор, кто гарантирует нам завершение строительства в этом году. Помимо этого предусматривается порядка 20 миллионов рублей на переоборудование транспортных средств. Алроса планирует сохранить уровень ежегодной добычи алмазов на уровне 38 миллионов карат как минимум до 2030 года. Как сообщили в компании, Алроса располагает первоклассной минеральной сырьевой базой, которая по объемам запасов практически в 2 раза превосходит ресурсную базу ближайшего конкурента. Также Алроса планирует провести доразведку глубоких горизонтов рудника «Мир» с целью подтверждения запасов. Эти работы планируется завершить к началу 2022 года. Бюджет на проведение этих работ составляет около 2 миллиардов рублей. В случае принятия решения о целесообразности восстановления подземного рудника «Мир» на его строительство по предварительным оценкам потребуется 6-8 лет. Таким образом, работы по восстановлению рудника «Мир» могут быть начаты не ранее 2024 года при условии получения положительных результатов исследований, а также подтверждение возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности, добавили в компании. В продолжение темы Алроса продолжит оказывать поддержку населению в регионах своего присутствия в рамках благотворительных и инфраструктурных инициатив. Это следует из приоритетов стратегического развития компании на период до 2024 года. В Алроса отметили, что на эти инициативы приходится почти 90% социальных расходов компании. Напомню, что компания добывает алмазы на территории Якутии и Архангельской области. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.